Сегодня. Что будет актуально завтра? Слушайте, комментируйте, общайтесь с гостями и экспертами. Радио «Комсомольская правда». 92,3 FM. Главное в городе. Гость студии «Радио «Комсомольская правда». Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, наша частота, в студии Инна Боева. И у меня в гостях путешественник, сразу так скажу, не буду никакой интриги тут выдерживать, и путешественник вместе со своей спутницей. Кстати, я сразу напомню, что у нас ведется онлайн-трансляция на нашем канале в YouTube. Находите 92,3 FM радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге, ну или на нашей страничке в социальной сети Facebook. Радио «Комсомольская правда», дискуссионное радио в Екатеринбурге, 92,3 FM. В общем, набирайте и в поисковике вот при любом наборе из того, что я перечислила, найдете. Онлайн-трансляция ведется прямо сейчас. Ну и, конечно же, те, кто не успеет или что-то пропустит, может потом найти эту запись легко в любое время. Итак, напомню, телефон нашего эфира 385-0923. По нему можно дозвониться и задать любые вопросы моим гостям. И номер нашего WhatsApp для ваших сообщений +7 953 385 0923. Пишите. Ну и вот, наконец-то, у меня в гостях Никита Васильев. Да, здравствуйте. Вот, собственно, путешественник. Да, и я сейчас расскажу, собственно, как он путешествует, и выясню в этом эфире, почему и зачем, собственно, это главный вопрос, который возникает, мне кажется, у большинства людей, которые слышат, в какое путешествие, вернее, как Никита путешествует и в какое путешествие он собрался. Вместе с ним Анастасия Сафонова, спутница нашего гостя-путешественника, и, что вдвойне приятно, она тоже журналист. Причем тоже «Комсомольская правда». Причем тоже «Комсомольская правда». Причем откуда? Из Новосибирска. Причем из Новосибирска. Вот так вот. В общем, дозванивайте, пишите, да, и присоединяйтесь к нашему эфиру. Итак, Никита Васильев, велосипедист. Дело путешественник, да, все правильно. Вот. Сейчас приехал к вам в Екатеринбург. Перед этим у меня был... А сам откуда? Сам я с Чувашии, из города Чебоксары. Вот. Ага. Сейчас я уже в дороге 23 месяца, получается, 2 года практически. Нос сгоревший, вот я вижу. Да, но нос у меня постоянно сгорает, да. Вот 23 месяца и проехал за это время уже 34 тысячи километров. Сколько месяцев? 23, 2 года практически, да. Сколько тебе лет? Можно же на «ты», да? Да, конечно. Будем на «ты» друг другу. 25 мне сейчас. 25. Да. Из них 2 года вот практически не слезал больше, с велосипеда. 4 года, потому что еще у меня было до этого кавказское путешествие, а сейчас у меня это путешествие называю Большое Восточное кочевье. Вот. Радиослушателям еще поясню. В общем, он вот едет на велосипеде, наш гость Никита, через всю Россию. Да? Россию, это получается, сейчас я скажу маршрут тогда. Вначале я поехал на зимовку, как бы, потому что у меня кочевье, я зимую более в теплых странах, вот, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Казахстан нашел, где зимовать. Да, там было весело, конечно, с буранами. Да, перезимовал, я хотела сказать. Там еще зима. Казахстан, Киргизия, потом снова Казахстан, через весь Казахстан вернулся в Россию, в Сибирь, уже, вот, кстати, Новосибирск, где я с Настей познакомился со своей, уже еще, я не знал, но будущей спутницей. А то есть ты уже в ходе путешествия познакомился с ним? Да, делали репортаж «Комсомольская правда» про меня, вот, Насте поручили задание сделать репортаж, и мы так познакомились, то есть она все сделала. Никита был в эфире тогда, год назад, в новостях, просто обычная рядовая, ну, как для меня тогда, конечно, рядовая новость, да. Я написала, и все, и потом закрутилась. Вот так познакомились, потом дальше поехал на Владивосток, то есть Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Бурятия и на Владивосток. Потом с Владивостока уже поехала следующая зима. То есть, если быть совсем уж объективным, да, и честным, то это не совсем путешествие по России, это скорее путешествие по территории бывшего Советского Союза, нет, СНГ, нет? Путешествие по Евразии, потому что после Владивостока я поехал уже Китай, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, потом Таиланд, потом Камбоджа, потом снова через весь Вьетнам, с самого юга на самый север, и потом снова через весь Китай, Тибет, Монголия, и уже снова в Сибирь, и вот сейчас еду домой уже через Урал. Вот. То есть ты уже вот фактически ты возвращаешься? Да, сейчас осталось уже 1000 километров до дома, до Чебоксар. Так, вопрос логичный, который возник тут же у наших радиослушателей. Что там за велик такой у тебя выносливый? Да велик на самом деле обычный.
Дело не в выносливости, дело в том, как часто меняешь. Ну какой обычный? Урал? Кама? Нет, что это? Ну, фирму не буду называть. Вот. Обычный велосипед, который можно купить там в какой-нибудь сети, ну, спортивных магазинов. Ну ладно, назову там. Ну, GT. Ну это же не реклама, нам просто да. понять. Человек проехал. Сколько ты в итоге тысяч там проехал километров? 34 сейчас. Матушки Будет мои. почти 35. Угу. Вот. Марка GT обычный, ну, конечно, все по несколько раз менялось. В смысле, одна рама только осталась от велосипеда, какой он изначально был, а все по 2-3 раза менялось. Это расходные материалы. Ну, это... А что там у него, багажник или что-то да, еще? Где вещи-то барахло? Багажники, сумки большие. Вот. Ну, все могут посмотреть это, то есть ввести в любом поисковике вот «Чувашский путешественник», в любом гугле, да, вот я Яндексе. ввела, да, «Чувашский путешественник», и там пошли сразу заголовки. Таиланд, привет. Как Никиту в Бурятии обокрали. Никита держит путь на Байкал. С ветром спорить смысла нет. Там здравствуй, Таджикистан. В Башкирии как дома. Одна из сетевых этих сотовых операторов составила компанию велопутешественнику в поездке на Дальний Восток. Чебоксарец Никита Васильев доехал на велосипеде до Осетии. Я вот так поняла, что, в общем, твое путешествие стало уже достаточно известным, ну, учитывая, что ты даже спутницу вот подобрал в Новосибирске. Без эксцессов не обходится, учитывая заголовок, как Никиту в Бурятии обокрали. Ну, знаешь, журналистов, они еще любят приукрасить немножко, так что так-то все в стандартном режиме. Но бывает, это очень редко какие-то эксцессы. То есть в основном все в штатном режиме. Вот, и мне стало немножко одному скучно ездить, поэтому я взял вот напарницу, спутницу. То есть я очень... Это был Она просилась или сам предложил? Нет, я сам подумал. Просто мы общаться начали. Вот. Это был рискованный шаг взять спутницу, потому что столько лет путешествовать одному. А спутница-то на своем велике или да. в качестве багажа? На самом деле напросилась сама, в том числе тоже. Причем велосипеда у меня вообще сначала не было. То есть я просто наобум захотела поехать и как-то... Ну, в общем... Ну как это наобум? Приехал какой-то, извините меня... чувак из Чувашии, да, и девушка из Новосибирска такая, а поеду-ка я с ним. Ну, собственно, так и было. Причем велосипеда даже не было. Вот. При том, что она не велосипедистка, у нее опыта дальних путешествий, не то что путешествий, дальних поездок не было, это был рискованный шаг. Да, вот Настя, она едет, как я, вот по трассе. Так, про скорость. Почему вообще, откуда возникла мысль такого путешествия? Через минутку спрошу, быстро ответим на телефонный звонок. 3850923, здравствуйте. Добрый день, здесь Василий. Вот у меня жена тоже из Чувашии, из Сядорги, может, знаете. А вот у меня вопрос к вашему гостю. А где и кем он работает, что у него такой длинный отпуск? Ну, вы думаете, я бы об этом не спросила? Это же вопрос, который всех интересует. Все хотят ездить, кататься и путешествовать. Ну, всем же на так работу. Моя жена тоже катается, но только она заработала сначала. Мы сейчас выясним, Василий. Спасибо вам большое за звонок. У нас коротенький рекламный блок, буквально через минутку, может, меньше. Вернемся и продолжим расспрашивать нашего гостя. Гость студии «Радио Комсомольская правда». Реклама. Делай тело. Комсомольская правда. Спорткомплекс «Виктори Спорт» и страховая компания «Выручим» представляют уникальный проект. Делай тело. 5 крутых тренеров абсолютно бесплатно помогут вам похудеть в течение 6 недель. Привет, я Максим Сысоев, 4-кратный чемпион области по армрестлингу. Вместе с командой тренеров-чемпионов сделаем вам новое тело. Выберем всего 5 добровольцев. Прием заявок на участие в проекте и подробности на сайте ural.kp.ru. Телефон рекламной службы в Екатеринбурге 379 27 73. Гость студии «Радио Комсомольская правда». Мы продолжаем наш эфир. Это радио «Комсомольская правда». И я напомню сразу телефончик нашего эфира 3850923. Но можете свои вопросы, а их, кстати, много приходит, нашему гостю присылать просто на наш WhatsApp. +7 953 385 0923. Ну и напомню также, что вместе со мной в студии Никита Васильев, как его уже так закрепилось за ним, в общем-то, такое, не знаю, звание чувашский путешественник, там, велосипедист. В общем, Никита Васильев действительно путешественник, 25-летний молодой человек из Чувашии, который проехал уже почти 35 тысяч километров, причем не только по России.
А уже даже и по ближнему, и по дальнему зарубежью. В общем, ужас-ужас. Вместе с ним Анастасия Сафонова, спутница Никиты, которая присоединилась к нему в Новосибирске, где до встречи с Никитой спокойненько работала себе, кстати, на «Комсомольской правде». И благополучно, опять же, работала журналистом. Ну, вот что-то вот там вот произошло между молодыми людьми. И вот с тех пор... Кстати, сколько это времени назад было? Ну, познакомились мы больше года назад, а сбежала я с Новосибирска где-то месяца 3. Наконец-то прозвучало это слово. Сбежала я с ним. Ну и вот уже, да. Так, ну то, что Анастасии пришлось, наверное, да, чтобы стать спутницей уже такого путешественника опытного, спешно научиться хорошо ездить на велосипеде, и Никита уже похвастался, что она ни в чем ему не уступает. В общем, не приходится там задерживаться или тормозить, потому что очень даже, да, так все хорошо. Слушай, сколько килограммов в багаж у тебя? У нас вопросы самые разные приходят. Велосипед поэтому... сам весит 15 килограмм плюс багажа 35, то есть где-то 45-50 в среднем. То есть такой муравьишка. Ну, такой нормально весит, в принципе. Но привыкаешь к этому. То есть практически 35 тысяч километров, и вот ты осталось 1000 километров, ты уже возвращаешься обратно к себе в Чувашию, и побывал в самых разных... Ну, давай так, забегая вперед, банальнейший вопрос. Вот где тебе понравилось больше всего? Здесь я, вот, если можно объединить, это сложно, но может быть, да, вот как-то так вот раз и запомнилось, чтобы вот и дороги хорошие, и менталитет, вот люди приятные там помогают, не знаю, и погодка вот совпала, шептала. Ну вот прям где тебе было внутренне, внешне, всяко физически, морально комфортно. Ну, если брать, природа везде по-своему хороша, то есть нельзя так выбирать. Ну, будет неблагодарно да так можно. будет. Нет, ну вот если брать уже социум людей, то, наверное, вот в Средней Азии мне понравился Таджикистан сильно очень. Именно гостеприимством людей, открытостью. Ну, везде потом гостеприимные, и Казахстане, и Узбекистане, то есть не в обиду другим, но вот Таджикистан там как-то больше вот такой процент людей, которые тебя зовут. Просто заезжаешь в кишлак любой, и тебя в одном конце встречают, приглашают на чай, ну, итоги чай перерастает там в плов, все дела, потом остаешься на ночь, тебе Приглашаем говорят... вас в плов, такое людоедское племя. Да, вот, и потом остаешься на ночь, потом на другой день, то есть тебя вообще не отпускают, так говорят, оставайся, видишь, погода какая плохая, холодно, давай. Вот, так это Таджикистан. А вот если Юго-Восточную Азию брать, то, наверное, Вьетнам. Тоже это Вьетнам, это юго-восточный Таджикистан, я его назвал. Тоже люди, такие много открытых людей. Природа мне тоже близка, ну, так... Очень комфортная была, не очень жарко, как, например, в Таиланде или там в Камбодже. Вот, поэтому, наверное, Вьетнам. А так мне везде, в принципе, нравится. В Таиланде. Кошмар, туда лететь 11,5 часов из Екатеринбурга. Вот. А так и Сибирь мне понравилась. Это вот Забайкалье, где там мало людей, много природы дикой, хорошей. Мне очень это нравится. Ладно, давай вернемся к началу. 2 года назад тебе 23. Ты что-то закончил, где-то учился? Я учился на учителя географии. Вот оно, где собака порылась. Правда, я не доучился, я бросил университет. Это еще до Кавказского путешествия, это еще году в 2014-м бросил. Ну, ты собираешься доучиться, успокой меня? Ну, надо будет, да, но вот я что-то... Ты тем более теперь географию своими глазами полмира посмотрел. Ну, это у меня практика большая, так, внеурочная. Вот, потом хочу все равно уже преподавать в школе, как-то передавать опыт уже подрастающему поколению. Ну, дай бог, все так будет, все получится. Вот, и поэтому сейчас сам познаю. Ну вот теперь, отвечая на вопрос Василия, не только, потому что все-то вот пишут «молодец, молодец», но с другой стороны, человек, который не закончил высшее образование, кинулся в путешествие, причем необычное, на велике, сложное, да, и 2 года на это потратил. Откуда? На какие средства? Понятно, что бензин тебе не нужен, но все равно элементарно. Не знаю, там визы, питание, какие-то расходники. Ну да, это самый часто задаваемый вопрос. Ну, когда вот я... Потому что всем хочется, никто не может. Да, понимаешь? Уезжал на Кавказ, я уезжал вот с 10 железными рублями. Я был студентом, был голодный студент, на впечатление, и можно сказать, и в буквальном смысле. Серьезно? Вот, отправился с килограммом гречки с 10 рублями, вот, и это был для меня такой урок выживания. Я выехал из Чувашии, поехал на Кавказ, на юг, вот, и первый... Погоди, так изначально это была идея вот поехать и вот прямо вот на выживание? Ну, вообще вот много людей хотят путешествовать, но
хотят, вот, чтобы была какая-то большая, крупная сумма денег. Если человек действительно хочет путешествовать, он отправится в любом случае. Я о деньгах тогда вообще не думал. То есть я знал, что, ну, не пропаду, люди помогут, мне много не нужно. То есть гречку, чтобы можно было сварить в котелке. И я вот первое, когда у меня кончилась гречка домашняя, вот, которую я купил еще дома, ну, я заработал перед путешествием, но это все вложил в снаряжение. То есть велосипед, сумки и все дела. Вот, и я просто заезжал в деревню и просил у людей какую-нибудь крупу, гречку, макароны, чтобы просто можно было мне сварить. Вот, ну, люди помогали, так не отказывали. А потом я уже стал более известный, людей больше стало смотреть меня, кто-то начал... А в какой момент? Помнят, наверное, все фильм «Форест Гамп», да, когда он просто выбежал из дома и побежал. И потом там нечеловеческая вообще известность, и бренды, и все остальное, да? В какой момент тебя вот догнала вот эта, ну, так назовем ее, слава, когда вдруг ты понял, ой, меня тут в интернете и в СМИ называют путешественником из Чувашии, и вот вдруг я стал известным, потому что просто вот поехал. Ну, я как представитель Чувашии, вот поэтому я чувашский путешественник, вот, и все знают, вот, что он из Чувашии, мне это приятно, потому что о Чувашии не везде знают, к сожалению, хотя знают, Чуваши везде по России Да живут. все знают. Ну, не знают, где она находится даже. А я вот как объясняю, где там находится, все равно как посол такой неофициальный. Вот. Ну, слава как, после Кавказа я приехал, вот, приехал и отправился уже в это путешествие, и вот в этом путешествии уже более-менее начало, когда я видео особенно начал снимать, это в Китае, я поздно начал видео снимать, вот видео, у меня свой канал есть на YouTube, вот, начал снимать видео, вот тогда уже больше людей по всей России, ну, вообще со всего мира начали смотреть меня, вот, и что касается финансов, вот, сейчас уже и появляются какие-то компании, которые хотят какой-то рекламный ход, например, сделать там видео, чтобы я их там лейбл накинул в обложку, то есть появляются такие, ну, главное, сейчас не голодаем, я не скажу, что большие деньги, но какой-то ремонт сделать с велосипедом и не голодать, в принципе, хватает. И люди помогают, которые смотрят, то есть видят, что что-то в чем-то нуждаешься. Потому что... Почему велосипед? Я вот буквально на днях вернулась тоже такой, ну, я на автомобиле, правда, да, из такого путешествия, покаталась немножко по стране, по разным городам и весям. Я видела людей, которые путешествуют автостопом, да, даже там вот периодически там подкидывала, да, там их. Ну, как правило, это молодые люди, там от 20, не знаю, до 25 лет. Рюкзак, ну, их сразу видно. Да, это автостопщик. Доброжелательные, как бы и с удовольствием общаются, и попадаются ленивые, которые от заправки до заправки, например, ездят. Попадаются такие прямо, которые вот прям пешком прямо идут и на ходу голосуют. Велосипедистов не видела ни одного. Ну вот, к сожалению, пока еще только набираем обороты, вот в велопутешествии я такой свой... С автостопом, да, прости, там все понятно. Я немножко пройду пешочком, какой-нибудь сердобольный меня там человек там подберет в попутчике, да куда-то докинет, вот я и покрыл там 200-300, там, может, больше, если повезет, километров. А на велике-то ты к нему приколочен же, как гвоздями, с великом тебя никто не погрузит. Нет, тоже погрузит, но вообще начинал путешествовать тоже автостопом, я образил так Украину, Белоруссию, все, это еще когда мне было 17 лет исполнилось после школы, я вот так путешествовал, как бродяжничал, можно сказать, там познавал, искал себя, чем хочу вообще заняться в жизни, вот. А велосипед потом все равно пересел на велосипед, потому что я понял, что это свобода, автостоп мне надоел, это нужно, ты постоянно зависишь от водителей, нужно общаться, а я такой по своей натуре, ну, люблю помолчать спокойно, наедине с собой, и вот велосипед это как раз дает вот это... такую ауру создает. Независимость. Да, независимость, никакого бензина не нужно. Едешь себе спокойно по 100 километров в день. Ну, это средняя такая, золотой стандарт. Вот, и очень здорово. И ты понимаешь, что ты своими силами все это преодолеваешь, такое большое расстояние. И сейчас смотришь на карту, смотришь свои маршруты, просто обалдеваешь от того вот, пройденного расстояния вот, по Евразии. Вот. Извини меня за интимный вопрос. Не подташнивает тебя от велосипеда? Потому что вот все люди, даже, ну, кто, например, ну, неважно, там, 5-10, там, да, тысяч километров, ну, вот едет, проезжает на автомобиле, а они, ну, вот потом, знаешь, такое, есть такое отторжение хотя бы на несколько дней, вот вообще за руль там, например, нет. А у тебя там почти 35 тысяч километров на велосипеде с педалями. Нету такого иногда ощущения, что, боже. Такое бывает только у неопытных, кто еще не ездил и сразу начал ездить на дальники, много времени проводить в седле. У меня такого уже давно нет. Вот первое мое путешествие. И Настя такая так прикрылась ладошками и хихикает. Видимо, у меня действительно сейчас первый опыт такой на дальние расстояния.
мы с Никитой вместе проехали 2000 километров. То есть по сравнению с 35 это вообще просто маленький кусочек. Первое время в городах вообще не хотелось садиться, но вот сегодня мы проехали на велосипеде, очень даже понравилось. Велосипед надо... Рубеж пройден. Велосипед надо любить на самом деле. Его нужно полюбить, чтобы много проезжать, потому что тот, кто его не любит, он вряд ли столько проедет. Просто он выкинет его, наверное. Так, погодите, у нас... Так, вот мне уже радиослушатели предлагают поехать до Чебоксар вместе с вами. От Арсена Никите привет. Взаимно. Вот, хорошо. Вопрос, который вот уже неоднократно встречается в сообщениях от наших радиослушателей. Ну ладно, хорошо, Никита, в 17 лет уже там поавтостопил, да? Потом поучился, потом не доучился, но я уже сказала, да, что делать тебе честь, в общем-то, твое решение все-таки закончить, получить высшее образование и работать в школе. Это вообще круто. Вот, ну, в общем-то, а Настя-то, Анастасия, которая уже там отучилась, уже, в общем-то, журналист, да, состоявшийся, все хорошо, «Комсомольская правда», Новосибирск, села на велик и поехала. Тебе на работе-то что сказали? Ей Прощайте, сказали, все хорошо, приходите коллеги. в эфир. Пообщаемся еще и с Никитой теперь на этот раз. Нет, ну, конечно, прощайте, дорогие коллеги, мне у вас было отлично, хорошо, здорово, замечательно. Прямо уволилась? Да, теперь мы ходим по комсомольским правдам, по всем городам, то есть «Комсомолка» теперь у нас самая первая СМИ, которая узнает вообще о том, что мы приехали в город. Вот, так уж получается, что это никуда от этого не уйти. Нет, ну, работа, и все было хорошо. Были утренние эфиры, были новостные блоки, очень много информации, очень интересно происходило. Путешествие всегда было одной из самых излюбленных тем. То есть кто бы куда ни поехал, всегда об этом хотелось написать, с этими людьми пообщаться. Но Никита родом из Чувашии, у меня оттуда бабушка и дедушка. То есть я тоже чувашка по национальности. Поэтому это как-то очень сильно зацепило. И здесь уже сыграл немножко все-таки личный такой аспект. Мы начали общаться, я вот дружить. к этому и подводила. Ну, не верю я, что просто любовь к путешествиям сдернула красивую девушку с работы, да, состоявшегося журналиста, и погнала на велике, бог знает, там, вот за парнем с сгоревшим носом, куда-то там за бог знает сколько тысяч километров. Это как-то вот, я не знаю... Ну, обаяние у парня с горевшим носом сыграло все-таки свою роль. Чем он тебя покорил, скажи, пожалуйста? Я понимаю, искренностью что своей, любовью к природе, к отношениям к жизни. Очень захотелось также смотреть на мир, как он. Но это твоя была идея, Никита, поеду я с тобой. Это было взаимно, обоюдно. Мы даже не знаем, кто из нас. То есть одновременно такие, да, серьезно? Да. Так, наверное. Да. Само собой все сложилось. И что дальше? Вот, значит, 1000 километров до Чебоксар. И вот вы до туда докатились на своих велосипедах. И потом что? Ну, сейчас будет зимовка у нас, мы, наверное, будем зимовать дома, в Чувашии, а потом, может быть, будет уже европейское кочевье, потому что в Европу поедем, там я еще не был. Вот. И будем планировать, уже готовиться к нему, скорее всего, вот так вот. Ну, не люблю загадывать, не знаю, но, наверное, будет вот так. Так, интересно. Хорошо. Мы сейчас прервемся на короткий блок новостей с Максимом Клейменовым. А после этого продолжим разговаривать с нашими гостями и отвечать на вопросы наших радиослушателей. Не переключайтесь. Гость студии «Радио Комсомольская правда». В Екатеринбурге 14 часов 30 минут. В студии Максим Клейменов. Здравствуйте. Вы слушаете новости на радио «Комсомольская правда». Проголосовать в Свердловской области теперь можно на любом удобном участке. Те, кто 10 сентября будут отсутствовать по месту жительства, получат возможность проголосовать по месту нахождения. Об этом сообщает пресс-служба избиркома. Экспериментальный проект голосования по месту нахождения будет применен в Свердловской области впервые. Пока что сервис тестируется, но в будущем его функционал может быть расширен. Чтобы подать заявку о голосовании на любом удобном участке, необходимо обратиться в территориальный избирком или филиал регионального МФЦ. Процедуру упростили и для тех, кто не может явиться туда лично. На портале госуслуг такое заявление можно подать онлайн. Прием продлится до 4 сентября. Напомню, 10 сентября в регионе состоятся выборы губернатора Свердловской области. В Екатеринбурге стартовал ремонт Дворца молодежи. Там будут обновлены фасад, козырек главного входа и здание КАС. Подрядчик уже определенным стал единственный участник аукциона — компания «Гласстрой». Аукцион, размещенный в конце июля на портале госзакупок, в итоге признан несостоявшимся. Заявилась только одна компания. Теперь ей предстоит освоить 17,7 миллионов рублей, большая часть которых пойдет на обновление фасада Дворца молодежи. Он будет заново отштукатурен, перекрашен и дополнен витражом. Работы на объекте должны быть завершены к 1
ноября. Отмечу, что ремонт Дворца молодежи является частью масштабных работ по подготовке Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. В ходе работ планируется покрыть площадку перед дворцом гранитными плитами, возвести новые лестницы и пандусы для инвалидов, разбить газоны с архитектурной подсветкой, обустроить малые архитектурные формы. Площадь со стороны южного фасада расширят, чтобы на ней можно было проводить массовые мероприятия. Это были новости на 92,3 FM. Эти и другие события в подробностях на сайте kp.ru. Гость студии «Радио Комсомольская правда». Мы продолжаем наш эфир, и я напомню, в студии на радио «Комсомольская правда» Никита Васильев, путешественник, велосипедист, велопутешественник из Чувашии, уже известный, всемирно даже известный. 35 тысяч километров за 2 года проехал Никита, и я-то сначала думала, что по России, во всяком случае, так мне рассказывали коллеги, а вот выяснилось-то, что не только по России, в общем-то, уже и Вьетнам там, и Таиланд, и что-то там еще там было. Вот, и нашу Азию тоже он объездил. В общем, не только по России. Что там, Россию-то можно, наверное, объехать и гораздо быстрее. Ну, Россия, хотя она, конечно, очень большая. Россия не такая большая, кажется. Когда проедешь на велосипеде до Владивостока, она не такая уже большая, кажется. Слушай, да, я напомню, вместе с Никитой Анастасия Сафонова, ну, тоже теперь можно назвать ее путешественницей, да. Особенно учитывая, что у ребят в планах, в общем-то, отдохнуть. Они сейчас возвращаются в Чебоксары. Осталось им проехать 1000 километров вот, для завершения этого маршрута длинного. Но после этого они подумывают вот немножечко отдохнуть и отправиться уже, ну, для Никиты уже в 3-й тур получается, да? Ну, большой, да. Да, но тоже на велосипедах. Да, конечно. Да. Я напомню номер нашего WhatsApp +7 953 385 0923. Но, в принципе, очень много сообщений пришло уже от наших радиослушателей. Я их сейчас-то вот и задам. Кстати, ну вот вопросы самого разного порядка. Например, ну, про то, что физически тяжело, это я уже даже спросила вот за эфиром. И Никита сказал, ну да, каждый день на велосипеде. Каждодневный труд, сдала, то есть, говорю, стандарт 100 километров в день. Ну, то есть это вот принцип такой, каждый день проехать хоть сколько-нибудь. Да, ну вот мы сейчас едем по Сибири, сколько, вот с Новосибирска едем, наверное, 2 дня только с попутным ветром, или просто, когда он не мешал, остальное все встречный ветер, то есть тяжело ехать. Тут же еще и ветер для западный. вас важен. Да, мы как в море, для парусники. нас важно многое, ветер, погода. Ну вот в последнее время ветер очень мешает, западный именно ветер вот здесь идет, едем на запад и западный ветер. Так, ну а самочувствие, вот упомянула, например, Настя. А бывает так, что, не знаю, живот болит, голова, не знаю, температура. Да, в конце концов, 5-я точка уже сиденьем, уже от сиденья устала. Тогда что? Ну, у меня нет такого. Очень редко там бывает, иногда прихвораешь, там, типа простуда, отлежишься 2-3 дня в палатке и нормально едешь дальше. Вот, бывает такое. Главное высыпаться на самом деле. Да. Вот я сейчас поняла, что очень плохо в городах, и раньше не высыпалась совершенно. Стоим там 6-7 утра. Главное это сытость и высыпание и сытость. Высыпаться. То есть быть выспавшимся и не голодным. Да, и все нормально уже идет. Слушай, а вот этот принцип проезжать каждый день хоть сколько-нибудь, ну, не было такого, что, например, доехал и прям, ну, хорошо. Не знаю, там, всем разные вещи нравятся, да, кому-то там степь, открытое пространство, кому-то, наоборот, там вот лес там шепчет, для кого-то море, вот все, и хочется, ну, на несколько дней задержусь, хорошо. Да, я постоянно так делаю, вот во Вьетнаме так на неделю прям поставил палатку, нашел мыс безлюдный, очень хороший, и вот так стоял, продуктов взял, гречки, так варил, жил неделю. В лесах бывает там на 2 дня, и сейчас с Настей так же делаем. Слушайте, вот учитывая, что Никита 2 года не слезает с велосипеда, и он несколько раз уже упомянул гречку, при этом он говорит, что ну вот практически не бывает у него плохого самочувствия. Слушайте, гречка и спать, я поняла, это рецепт. Рецепт хорошего самочувствия, здоровья. Нормированность, то есть это как на любой работе, нужно отдыхать, то есть знать время езде и знать время отдыху. Когда хорошо отдохнешь, и катиться лучше, чем загонять себя как конь. В итоге тебе желания ехать нету просто на велосипеде. На велосипед смотреть не можешь, когда себя загоняешь. У меня цели нет быстро проезжать. У меня неважно, сколько ты проехал, главное, как и интересно, что было. Да, сам процесс. То есть я не спешу. Есть те, которые долбят по 200 километров, по 250 в день на велосипеде. Ну, более легкие. Но мне это незачем, мне неинтересно. Я хочу наслаждаться вот местностью, которую проезжаю. То есть у тебя нет там какой-то конечной точки, ты просто путешествовал. Да, ты конечно. Ездил, как смотрел, кочевник, наслаждался. так и называюсь, кочевник, восточное кочевье. Настя, значит, 3 месяца мы выяснили, ты уже путешествуешь.
Вот в физическом плане выносливость свою вот можешь как-то оценить на начальном этапе и сейчас? Ну, я думала, что 100 километров в день это вообще невозможно. Никите, правда, не говорила. Думала, ну, как-нибудь уж справлюсь. Ничего, на самом деле возможно. Как-то за ночь восстанавливаешься, и все, и можно ехать дальше. Ну, рекорд пока у Насти 127. Да, мы вот в Тюмени подъезжали уже поздно вечером. Ну, очень хотелось просто приехать. Цель уже была, вот город, вот он уже у порога, и ветер был встречный. Ну, ничего, взяли себе в руках, доехали, все было хорошо. На самом деле можно вытренировать себя хорошо. А как чаще это происходит? Например, Никита такой, так, доедем, допустим, вот до туда, и привал. Или наоборот. Или, например, Настя такая, Никита, я больше не могу. Никита такой, ну давай еще 10 километров и давай. Настя, ну нет, давай, вот как-то. Нет, у Насти вообще Кто чаще? Молодец, она вообще не ноет. То есть даже если хочет остановиться, она едет молча, терпит, там, не знаю, ну, вроде и нормально, я не знаю, на вид смотришь нормально, едем и едем. Нет, но мы знаем меру нормально. тоже, каждые 10 километров Да. стараемся хотя бы немножко постоять, подышать, там, глоток воды сделать, поэтому это очень помогает. Иногда едешь, вроде не устали еще, но уже стоянка, остановиться нужно на минутку, Ну, это помогает. Раз в 10 километров надо останавливаться. Да. Я скажу честно радиослушателям, когда я узнала, что вот придут ко мне путешественники, особенно велопутешественники, особенно учитывая тот километраж, который там проехали, да, не Никита в частности, ну и Настя тоже, учитывая отсутствие опыта перед этим. Я думала, что я сейчас увижу таких, знаете, черных, таких изможденных, сушеных, таких вот каких-то вот таких людей. Учитывая то, что они рассказывают вообще, и вот про режим, и вот какие-то там принципы, которых они придерживаются. То есть вот такое ощущение, что вот они, ну не знаю, вот в Екатеринбурге, ну вот, я не знаю, из университета вышли 5 минут назад и забежали. То есть таких вот, кроме сгоревшего, обгоревшего носа у Никиты, вот никаких вот вообще признаков того, что люди проехали столько тысяч километров и повидали столько, вот вообще не видно. Я поэтому говорю, я себе записала, так, гречкой спать. Так, все. Красота, здоровье и хорошее самочувствие. Ладно. Ну, нас еще интересуется, могу я спросить? Если не хотите, то можете не отвечать, потому что, ну, людям же интересно, да? Ну, там вот хорошо, вот встретились случайно, встретились по работе, вот что-то там промелькнуло, вот там не знаю, что там уж там, насколько глубоки ваши чувства, но на самом деле их оказалось достаточно много, и они оказались достаточно сильными, чтобы вы дальше поехали в паре, да, и Настя оставила там работу, город и все остальное. Я спросила, что дальше, Никита так уклончиво ответил, ну да, мы будем планировать там дальше путешествие, но всех же интересует, ну что там, ну любовь, ну вы будете вместе, ну вы же все равно как-то же, это же вот что-то как-то, ну. Да, конечно, будем, уже другого пути нет, потому что если я взял ее... Ты ее любишь, господи, спрошу прямо, ну. Если я взял ее в путешествие, Ну, если ты возьмешь ее в не жены. отвечай. Ну, любовь, понятие такое различимо, у всех же по-разному. Ну, субъективно, но. Нет, Никита мне вообще сказал, доедешь до Чувашии, потом поговорим. Да, надо доехать до дома. И там- Настя такая, блин, доеду. Так. Вот. Нет, с ней это все понятно. Ей даже не задают этот вопрос. Иначе бы она бы до сих пор бы работала на комсомолке в Новосибирске и не парилась бы с тобой там, на велосипеде. Да? Ну, дорога все показывает. и Да, потом- банальный вопрос, ну, традиционный, который, естественно, задают вам там, не знаю, в каждом городе, да, и, наверное, на любой радиостанции, где вы там бываете. Как вам Урал, ну, учитывая, что природа у нас достаточно специфическая, да, и погода тоже, к которой даже местные и коренные не могут привыкнуть. Что вам понравилось в Екатеринбурге, что, может быть, не понравилось? Вот, ну, такой вопрос традиционный, потому что город действительно у нас специфический, и Ну, область тоже. Ну, Екатеринбург мы еще не видели, я на Урале вообще первый раз, я его огибал только с южной стороны, там касался в Башкирии немножко, но внутрь не заезжал, прям Уральских гор. Вот, в Екатеринбурге еще не смотрели, но вот сейчас проехались, получается, с другого конца города на велосипедах. В принципе, дороги хорошие в целом. Вот. Слышали? Но вот что не понравилось, тут инцидент вот даже возле вашего Буквально только что. отеля, вот На маме на Сибиряка тут у нас. да, и нет велопарковок. То есть мы сейчас тут почти закусили с охранником. Ой, это позвонили бы, я бы укусила бы этого охранника. Так что, может быть, после моих слов
поставят, то есть нельзя на парковку поставить велосипеды и нельзя припарковать там заборчику оставить. То есть мы припарковали к дорожному знаку сейчас велосипеды, они там стоят. А так и паркуют. Тут вот забор парка. Вот. Ой, слушай, не будем сейчас углубляться, но у нас с велосипедами, велосипедными дорожками и парковки у нас тут отдельная прямо вот история, такая эпопея, даже я ее так назову. Вот, то у нас делают велосипедные дорожки, но так, как будто бы вот, как будто для врагов, то их вообще нету, то вот начинают позиционировать тут вот типа мы все за ЗОЖ, и, ну, в общем, не знаю, как, наверное, и во многих городах, в общем, все через как обычно. В российских городах это так и есть, к сожалению, пока. Зато очень понравилась природа за городом, вот в подъезде к Екатеринбургу, такие сопки, горки, это было и интересно, и красиво. Ну да, это Урал. Западная сибирская равнина закончилась, она муторная такая, ровная, как доска просто, и болото, и как-то поднадоело. С горками все-таки веселее ехать, стимулируют они. Ну да, у нас тут еще, да, чем дальше в лес, тем больше дров. А отсюда-то поедете в каком направлении, так, чтобы понимать? Поедем на Пермь, то есть на запад, на Пермь, Ижевск, Йошкар-Ола и Юго-Чебоксары. Ну там ровненько, да, там гор по большому счету уже нету. Угу. Да, хорошо, ну тогда пермякам тоже там, если что, привет. Хорошо. Да. Самый, не знаю, может быть, вот какой-то сложный или нехороший день, который вот запомнился вот за 2 года в путешествии. Вот мне еще 2 вопроса надо задать вот от наших радиослушателей, которые надо обязательно вот прямо спросить. Но самый... Вот прямо куда больше никогда не поеду. Нету такого, нету. Везде поехал бы. Нету вообще. Тогда вопрос организационного порядка, да? Ты столько границ пересек. И все понимают, что это же визы, это таможня. Как велопутешественник проходит вот все эти вещи? Ну, к велопутешественникам понимающе относятся везде на границах, то есть нормально. В плане виз, практически единственная, да, это мне нужна была в Китай, 2-кратная. Вот. Там вопрос денег, в принципе, получить несложно. Потом Камбоджа, но это все на границе делается. Вот. А так все в штатном режиме, все хорошо. То есть велопутешественников с каждым годом становится все больше, которые пересекают границу. И уже То есть хотите путешествовать, не летайте самолетами, а спокойненько на велик, и никакие таможни вам не страшны. Да, как альтернатива. Ну, проверят, могут там в Китае, например, ноутбук у меня проверяли, то есть смотрели все содержимое, что там есть. Серьезно? Да, ну там у них строго с этим, то есть нельзя какие-то там картинки всякие, ну, все-таки у них там контроль над этим. Ну у них же там даже интернет свой отдельный. Да, интернет, все, Facebook заблокирован. Вдруг ты там порнуху привез к ним европейскую? А вот они это и проверяли, чтобы посмотрели. Может, я там в Китае снимал, я и вывожу ее. И вот, и они проверили, ну, нормально с этим все. Ладно, хорошо, ребят, удачи вам. Ну и в личной жизни, и в путешествиях, и сил вам, в общем, и здоровья. Спасибо большое. Да, будете в Екатеринбурге, не проходите мимо, ну это понятно. Я напомню, у нас в студии был, ну так назову, как уж тебя уж обзывают, да, в СМИ, чувашский велопутешественник Никита Васильев. Никита из Чебоксар проехал вот уже почти 35 тысяч километров на велике по разным самым странам. И Анастасия Сафонова тоже теперь путешественница, но все равно мы считаем ее журналистом «Комсомольской правды», пускай даже и экс. Ну и вот теперь она еще и спутница, и, надеемся, девушка, возможно, и будущая жена. Я сейчас вам наколдую Никиты. Инна Боева была также с вами. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Гость студии «Радио Комсомольская правда».